Это вечерние новости. В студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Вакцинация школьников от гриппа в Якутии должна завершиться до 1 октября. Плюсы и минусы удаленной работы. Что думают об этом якутяне, выясняла наш корреспондент. Сносила крыши, линии электропередач, в воздух поднимала мусор. Мирный приходит в себя после мощного ливня и ветра. Сегодня стартует рабочая поездка председателя правительства России Михаила Мишустина на Дальний Восток. За неделю премьер планирует посетить Чукотку, Камчатский край, Магаданскую и Амурскую области. Михаил Мишустин проведет около 3 десятков встреч и совещаний, в том числе отраслевых, чтобы на месте разобраться в проблемах важнейшей территории страны. Вместе с главой правительства в регион выдвинулась половина кабинета министров. В списке 60 человек, включая вице-премьеров, министров и их заместителей. Михаил Мишустин встретится с представителями общественности и гражданами, чтобы услышать от них идеи по развитию Дальнего Востока и узнать о том, как идет выдача дальневосточных гектаров и льготной ипотеки под 2%. Вакцинация школьников от гриппа в Якутии должна завершиться до 1 октября. Об этом сегодня заявил глава региона Айсен Николаев в ходе брифинга по эпидемиологической ситуации в республике. Глава Якутии также выразил надежду, что вакцина от COVID-19 скоро начнет поступать в регионы. В первую очередь это будут обеспечиваться медицинские работники, работники образования, ну и вообще массовая вакцинация, как докладывает министр здравоохранения Российской Федерации, она уже после 1 января начнется по всей стране. И поэтому сейчас наша главная задача – максимально уберечь население от распространения коронавирусной инфекции. Айсен Николаев также отметил, что завтра будет приниматься решение о продлении ограничений в регионе. Но вместе с тем будут некоторые послабления, так как ситуация в столице региона на протяжении месяца стабильная. Напомню, за последние сутки в Якутии зафиксировали 62 случая заболевания COVID-19. Из них 39 в столице региона, остальные в районах республики. Между тем, новое оборудование для борьбы с COVID-19 получила Нерюнгринская центральная больница. На днях в медучреждение доставили телеуправляемый рентгенодиагностический комплекс стоимостью почти 22 миллиона рублей. Он выполняет полный спектр рентгенографических и рентгеноскопических исследований. Широкий выбор программ и многофункциональный интерфейс позволит медперсоналу эффективно выполнять свои задачи. Также в больнице появились мониторы пациентов, система снабжения кислородом, аспираторы и другое оборудование. 63% работающих на удаленке россиян хотят быстрее вернуться в офис. Таковы результаты опроса компании IDF Евразия. Среди причин такого желания респонденты назвали апатию и нехватку живого общения. А какие плюсы и минусы удаленной работы выделяют якутяне, выясняла Агафья Гоголева. Одна из старейших библиотек на Дальнем Востоке, Национальная библиотека Якутии, во время самоизоляции осуществляла услуги в дистанционном режиме через интернет-ресурсы. Якутянам было предложено около 30 тысяч книг в электронном виде. Работа во время пандемии не прекращалась. Наша библиотека оказалась готовой к удаленной работе. Просто мы где-то с 2016 года постоянно модернизировали наши сервера, программное обеспечение. На электронную библиотеку большая ставка делалась. И вот во время пандемии это все положительную роль сыграло. По производительности мы судим по показателям. И, допустим, за 2019 год книговыдача электронной библиотеки было 450 тысяч за весь год, то сейчас по итогам первого полугодия 1,5 миллиона уже вышло, а год еще не окончен. Поэтому есть моменты, есть те работы, которые даже стали выполняться более эффективно на самом деле. Поэтому даже отрицательных моментов, то, честно говоря, я не могу сказать, оказывается. Наш следующий респондент не готов поменять традиционную форму работы на удаленную. Нежелание Наталья объясняет тем, что во время самоизоляции была вынуждена совмещать свою работу с контролем дистанционного обучения дочери, а также уделять внимание 5-летнему сыну. Она с нетерпением ждет выхода на работу в офис. С одной стороны, это хорошо, потому что, являясь матерью 2 детей, я могу уделять своей семье больше времени. И произошла значительная экономия в финансовом плане.
что очень немаловажно. А с другой стороны, домашняя обстановка не располагает и имеет очень много отвлекающих факторов. Работа удаленно имеет свои преимущества. Это экономия средств, как сказали выше, и возможность оформить рабочее место по своему вкусу. Среди минусов выделяют необходимость общаться с домочадцами, регулярные приемы пищи и другие. С точки зрения библиотекаря, скорее всего, это нехватка живого общения с теми же читателями. Вот в работе это сказывается. Минусы то, что мы совмещаем работу и дом. Это было для меня очень трудно. Дома очень много отвлекающей работы. И в этом плане очень сложно. Допустим, мы же не просто дистанционно работаем, мы же работаем по плану. Получается, что как бы времени бывает не хватает, переносишь на вечер, и многие сотрудники поздно вечером работали, например. Психологи советуют для людей, работающих на удаленке, четко следовать плану работы. По возможности организовать отдельный кабинет, чтобы минимизировать отвлекающие факторы. Минусы удаленной работы, да, во-первых, это отсутствие живого общения. Также может возникнуть зависимость от социальных сетей, сотовой связи, интернета, компьютера и телефона. Отдельную сложность может представлять трудоголизм, потому что на дому можно забыть о праздниках и выходных. И очень важно во время удаленной работы это планировать день, лучше составить график, распорядок. Мнения разделились: кому-то новый формат работы по душе, кому-то нет. Тем временем Минтруд на днях объяснил порядок перевода сотрудников на удаленку. То есть теперь работодатели смогут переводить сотрудников на удаленную форму работы, даже если это не было предусмотрено трудовым договором. Сроки перевода на соответствующий режим оговариваются индивидуально между работодателем и работником. Приживется ли новый законопроект, покажет время. Агафья Гоголева, Григорий Николаев, Якутск. Вопросы подготовки к новому учебному году обсудили сегодня исполняющий обязанности министра образования Михаил Стивцев и исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Сергей Местников с учителями и директорами школ города. Напомню, что Министерство образования республики разработало 5 моделей обучения. Первый и самый распространенный предусматривает очное обучение с перерывами на дезинфекцию. Этот подход будет внедрен в более чем 400 школах. Затруднения вызывают не только большая численность учащихся, но и недостаток дезинфицирующих средств. Среди других проблем – нехватка бюджетных средств на зарплату учителям за дополнительные рабочие часы. Конечно, это прежде всего новая модель поведения в новых условиях повышенной готовности, мы так говорим, потому что мы все прекрасно понимаем, что безопасность и наше здоровье прежде всего зависит от того, какие меры мы профилактики в отношении себя проводим. Это регулярное мытье рук, это соблюдение масочного режима, это соблюдение определенной социальной дистанции. Избран новый президент Международного комитета игр «Дети Азии». Им стал Владимир Максимов. Напомню, ранее этот пост с момента создания организации занимал Дмитрий Глушко. У Владимира Максимова огромный опыт работы в области спортивного менеджмента. Он в проекте «Дети Азии» с 2008 года отвечал за организацию и проведение игр 2012 и 2016 годов, а также первых зимних международных спортивных игр на Сахалине. Учредители единогласно поддержали его кандидатуру на пост президента. Владимира Максимова избрали на 4 года. Олимпийские комитеты. Мирные приходят в себя после мощного ливня. Местные жители до сих пор обсуждают недавние капризы погоды. Вместе с осадками в алмазную столицу нагрянул и сильный ветер. Сносило крыши, линии электропередач, в воздух поднимало мусор. А на дорогах и вовсе образовался коллапс. Кристина Каширина продолжит. Ждали небольшого дождя, получили мощный ливень и сильный ветер. Будто Мирный не северный город, а самые настоящие тропики. Ураган продлился минут 15, но принес немало бед. Одних непогода застала на детской площадке, взрослые дети промокли до нитки, а водители вообще испытали шок. Видимость была нулевая, некоторые неожиданно для себя выехали навстречку. Хотя, скорее всего, все-таки выплыли. Поплыли. Кошмар. Материально пострадали огородники. Ботву картофеля прилепило к земле. И жители домов. Частично с крыш слетал шифер. В общем, восстанавливаться теперь не один день.
Дети испугались. Дети испугались? Да, ураган, говорят, на улице. А вы сами видели? Да, пошла посмотрела. Ага. Ураган был, дождь, град. Была на работе сама по себе. И у нас на работе аж свет пропадал иногда. И по дороге домой, когда вот с работы шла, пару деревьев упало. Это жалко, конечно. Я, конечно, подумала, что сейчас, не дай бог, думаю, будет сильно, что и деревья сломаются. Раньше почему-то было, что сухое лето, и было такое, что все лето. Дожди, дожди, дожди. А так, чтобы вот такие эти сильные, это я не помню, чтобы было. Где-то свет просто моргал, где-то пропадал на несколько часов. Все потому, что сразу в нескольких уголках Мирного шквалистый ветер повредил линии электропередач западных сетей. Те ветровые нагрузки, которые вчера захлестнули наш город, в принципе, оборудование электрических сетей на такие нагрузки не рассчитывается. То есть причиной тому как раз-таки именно шквалистый, порывистый ветер, который, я больше чем уверен, был более 25 метров в секунду. То есть 24 метра в секунду – это, собственно, порог, на который рассчитывается оборудование сетей. Чтобы восстановить линии, поднять, поставить на место, закрепить, пришлось привлечь энергетиков из Чернышевского и Ленска. Работать бригады начали с вечера 11 августа. Закончат лишь к ночи 12-го. А с сегодняшнего утра в обход по домам пошли члены комиссии ЖКХ. Им предстоит оценить ущерб, который зданиям нанесла погода. Кристина Каширина, Иванна Филиппова, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Сотрудники ГИБДД призвали ленчан быть бдительными на дорогах. В Ленском районе введен усиленный вариант несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения. Вместе с сотрудниками госавтоинспекции на дорогах дежурят волонтеры. Они раздают водителям буклеты с напоминанием о соблюдении правил дорожного движения. Рейдовые мероприятия направлены на профилактику ДТП, что особенно актуально в летний период, когда машин на дорогах района становится в разы больше. Весь личный состав ОГИБДД совместно с отделом МВД, участковые уполномоченные, ППС, ПДН, все переведены на усиленный режим несения службы. Также совместно будем выходить экипажами на дорогах города Ленска, поселковых дорог и автомобильных дорог республиканского значения. Будем массово задействованы в период 12 по 24 августа. Хотел бы обратиться к родителям. Мототранспорт – это источник повышенной опасности для управления скутером и мопедом. Нужна соответствующая категория М. Пассажирский поезд Нижний Бестях-Нерюнгри будет курсировать ежедневно с 15 сентября. Об этом сообщают железные дороги Якутии. Продажа билетов уже открыта. Со станции Нерюнгри пассажирская поезд отправляется в 9:20 по местному времени. Прибытие на станцию Нижний Бестях в 5 часов утра. Отправление поезда со станции Нижний Бестях в 10 часов утра. Для пассажиров поезда организован удобный трансфер. Талон можно приобрести одновременно с покупкой билета на поезд на сайте РЖД, а также в кассах по продаже проездных документов на ЖД-вокзалах и в Якутске. Возобновилось движение судов на реке Алдан. Ограничения были введены из-за лесных пожаров. Прошедшие дожди и изменение направления ветра в Алданском районе способствовали улучшению видимости до 1 километра. По Ленскому пароходству за этот месяц отправлено уже 100 тысяч тонн грузов. Это треть от запланированного объема на август. Всего в движении находится 209 единиц флота. В Якутии открыт конкурс на участки для промышленного рыболовства. Заявки принимаются до 10 сентября. Согласно конкурсной документации, 16 участков представляют собой озера. Один расположен на Вилюйском водохранилище и еще один на реке Алазея. Заявленные объекты промысла – чир, пеледь, сик, голец, карась, щука, окунь, налим и елец. Участки предоставляются на 20 лет. Всего выставлено 18 участков, из них в Верхнеколымском районе 3, Среднеколымском 4, Усть-Алданском 5, Кобейском районе 4, Жиганском 1 и Мирнинском районе 1. С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте закупок, либо на сайте Министерства экологии. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 сентября по адресу города Якутск, проспект Ленина, 22, 604, либо 605 кабинет.
Оборудование для слабовидящих читателей закупила Алданская библиотека имени Некрасова. Ноутбук со специальным программным обеспечением позволит незрячим посетителям общаться по скайпу, переписываться в социальных сетях и узнавать новости. И это лишь малая часть возможностей, которые дает специализированное рабочее место. Всего в республике в рамках региональной программы финансирования получили 5 библиотек в Алданском, Тампонском, Намском, Алекминском и Усть-Алданском районах. Сегодня вечером засияет якутская телебашня в честь 19-летия российской телевизионной и радиовещательной сети. РТРС входит в перечень стратегических предприятий России. Эфирное наземное телерадиовещание в регионах России обеспечивают 78 региональных, республиканских, краевых и областных радио-телевизионных передающих центров. РТРС является единственным эфирным оператором первого, второго и последующих мультиплексов цифрового эфирного телевидения на всей территории России. В 2017 году РТРС в тесном взаимодействии с ВГТРК организовал региональное цифровое эфирное телерадиовещание и повсеместно начал трансляцию региональных программ в составе первого мультиплекса. Программы телеканала «Якутия-24» выходят в цифровом формате в эфире телеканалов ОТР в первом мультиплексе на 9-й кнопке. На этом все. Оставайтесь с нами.